Мама всегда говорила, что жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри. Среди наших подписчиков много тех, кто делает крафтовый продукт. Сегодня в гостях у нас Зубайра. Она расскажет о своей продукции, о шоколадках. Я начала делать шоколадки месяца 3 назад. Почему? Потому что у меня огромный появился интерес. Дети болели. В первую очередь я это делала для детей, потом подругам, друзьям стало нравиться. И подумала, почему бы и не продавать. Ага, а скажи, пожалуйста, ты говоришь, что у тебя дома детишки, вот как с ними? Они не все съедают, что-то остается и для продажи? Нет. Продукт очень насыщенный, питательный, поэтому вы можете там небольшой кусочек съесть, и надолго хватает. Все понятно. А смотри, вот такая красивая упаковочка. Ты сама тоже, да, упаковываешь? Да, сама упаковываю, да. А вот как это происходит? Расскажи, пожалуйста, какие-то разные у тебя формы, да? Есть вот такая шоколадка, Да, вот такие формы маленькие они коробочки. разные. В продаже, в кондитерских магазинах очень много выбора, и сама смотришь, выбираешь, какой лучше подходит для твоих шоколадов. Вот для вот такие маленькие шоколадки я вот продаю на пробу. Те, которые не знают мой продукт, они могут купить, попробовать. А если понравится, в следующий раз более больших красивых упаковок я могу предложить покупателям. Да, то есть тут по 2 шоколадки, да? Бывает, Да, наверное, да. по 3. Да. По 2, здесь чуть больше. А здесь они совсем малюсенькие, 4 штучки. Да. И финики. Зависит от размера шоколада. Скажи, пожалуйста, вот, например, с надписью тоже можно сделать, да? Или, например, клиент хочет именной какой-то подарок сделать. Возможно тоже да, такое? конечно, можно. Давайте сейчас посмотрим, что внутри. Не хочется портить такую красоту. Давай вдвоем. Ага. Здесь темный шоколад в форме сердечка. Посмотрите, какая красота. Наполнители могут быть разные: орехи, сушеные ягоды, сухофрукты. Все на любителя. Я предлагаю клиентам, что они хотят, какой наполнитель. То есть можно состав. сами выбрать, да? Да. Может, например, кто-то Да. больше любит там сладкое, кто-то Подсластитель орехи. тоже сами выбирает. Например, кто-то любит на меду, кто-то на сиропе топинамбуре, а кому-то вот противопоказан мед. Все зависит от клиента, от выбора клиента. А скажи, вот ты говоришь, что при изготовлении шоколадок используются всего 3 ингредиента. И что это? Вот разве только 3 вещи могут, из 3 вещей может получиться шоколад? Да. Потому что когда мы в магазине смотрим, да, там как минимум 10-20 и еще больше ингредиентов. Да, конечно, мои шоколадки тем отличаются, что они в их составе всего 3 ингредиента: какао-порошок, какао-масло, подсластитель. Также может быть тертые какао, какао-бобы. Но все это входит в какао. Какао-бобы входит. Они прямо тают, наверное, во рту также. Да. На вкус мы попробуем чуть позже. Скажи еще, вот формочки разные. Вот сейчас перед нами это сердечки такие красивые, они очень красиво смотрятся. Формочки тоже очень разные. Мы смотрим, на что выбирать. Если кому-то на день рождения, если на День Святого Валентина, это исходя из этого я предлагаю клиентам шоколадки. Нам кажется, что все, что невкусное, является полезным, но твои шоколадки, они вкусные, и аромат такой хороший идет. Скажи, пожалуйста, как этот продукт может еще на наше здоровье положительно повлиять? Шоколад полезен тем, что в шоколаде очень много антиоксидантов. Тем, кто занимается здоровьем, здоровый образ жизни ведет, те, которые питаются правильным питанием, кто аллергики. Также я делаю шоколад на кэреби, рожковое дерево, высушенные порошкообразные. А их, вот все эти ингредиенты можно у нас в Челябинске найти, да? Или в интернете? Да, в эко-магазинах, в интернет-магазинах можно найти, в кондитерских магазинах также очень много. Выбора много. Самое главное было бы желание.
Когда мы с тобой обсуждали, разговаривали, вот в чем счастье женщины, да, что нужно, чтобы чувствовать себя полноценной, счастливой. Ты рассказывала, что когда у тебя появилось любимые занятия, и дети начали более самостоятельными быть, да, и Да, да. они не так мешают, да, и сегодня ты рассказывала, что вот на съемку они уже сами тоже к нам провожали тебя. Да, да. Да, самое главное, тревожная мама, тревожные дети, говорят психологи. В первую очередь мама должна быть спокойной. Я вот нашла свои любимые дела, успокоилась где-то, отдалась полностью вот творению шоколада. И дети также освободились как будто, я их отпустила. Они уже не связаны со мной. Сами играют, сами подходят, где-то помогают. Если надо где-то покормить, они попросят, более спокойные стали. Все, я подумала, что все зависит от меня, все зависит от матери. Мы сейчас находимся в кофейне «Кофе-парк». Мы завтракаем здесь, завтракали, наша съемочная группа. А ты сказала, что у тебя ты на завтрак кушала козы. Козлы, да. Ага. Я интересуюсь правильным питанием, слушаю Ильяну Усаинову, Алину Усаинову. По их совету я перешла, в первую очередь сама перешла, потом более-менее дети стали со мной, перешли на правильное питание. Утром, в первую очередь, мы кушаем козлы или жирная пища, жиры, белки, потом углеводы и овощи обязательно должны быть утром на столе. Такой рацион ты и посоветовал нашей съемочной группе. Да. Спасибо большое, потому что если ты работаешь много, работаешь с людьми и много умственных способностей требуется, то такой завтрак, да, можно его назвать даже башкирский завтрак. Да. Завтрак должен быть хорошо. полноценный, потому что те, которые работают именно мозг, требуют жира. Мозг состоит из жира, поэтому желательно употреблять жиры. Все, если тут натуральное, сколько хранится? Срок хранения, если в плиточной шоколадке, срок хранения их от 1 до 3 месяцев. Желательно держать их в холодильнике. Конфеты разные наполнительные. Если вот пралине, то оно хранится неделю в морозильнике. А так 3 дня в холодильнике. Также есть финики, они также 2 недели в холодильнике. Если Побольше. есть разные наполнительные, все зависит от наполнительных, какие вот внутри. Халва в шоколаде также вот, желательно хранить в холодильнике неделю. Они очень вкусные, в холодильнике долго не задержатся. Так что это Да. съедят. Сразу съедают. А вот у этих шоколадок сколько срок хранения? Темный шоколад хранится месяц, если обычно держать дома. А если в холодильнике, до 3 месяцев можно хранить. Конкурс. Во время нашей беседы наши шоколадки прямо тают, и хочется их попробовать, и вас томить не будем. У наших подписчиков также есть возможность получить набор из 3 шоколадок. Для этого нужно подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайки и оставить комментарий. Автор комментария, который понравится нашей героине, получит свой приз. А мы приступаем. Очень вкусно.